Когда большая вода показалась до горизонта, мы поняли – шторм утих, и все готовы смело рискнуть впервые удалиться от берега на десятки километров. Северный Ледовитый океан раскрыл нам свои объятия, и мы устремились дальше к нашей цели. Первый наш дальний морской переход длиной в 120 километров, до следующего мыса – Бор-Хая. Ага, вендерсы надо. Сели на мель. Хорошо. Мотором чуть-чуть сзади подрабатывай. Толкается в одного. Да, вышли в море, тут волна уже другая стала, и она уже начинает укачивать. Некоторым уже там уже почувствовали чувство такое, которое раньше не чувствовали. А волны стали длинными, и как будто их все время вот так. Виктор Цой мне нравится, ну, как бы вот уже давно, вот с самого начала, когда он еще был жив, я его слушал, и сейчас продолжаю слушать. Он в сердцах наших всегда вот, ну, и в дороге помогает, и настроение поднимает. Послушаешь и вроде успокаиваешься. А так Виктор Цой вообще легенда, конечно. И мне нравится его слушать. Не могли бы вести войну против них, но против нас. Добрый день, уважаемые гости и подписчики Эркина. Я его украл камеру, он хотел, чтобы я его снимал. Ага, сейчас. Идем. Не знаю куда, не знаю зачем. Сейчас Эркин вот набирает воду. Пока вода не такая уж соленая должна быть. Вот. Первый просто, запрос. оказывается. Это не просто. Сложновато, правда? Да, ты пробуй. Уже соленый вкус есть немножко. Есть, да? Попробуй чуть-чуть. А, Часть такой не подбьешь. Но рис варить можно. но Рис варить будем. Чаек, наверное, все-таки, да, с запасом. слабосоленая рыбой поняет. А, поймал. Ага, подсек, да? Пол ведра добыто. А ты зачем столько Ну, запас сразу. соленой? Ну, а что? Техническая вода. У нас этот. Итак, Не, на кухне сейчас чистить лук, картошку. Я сейчас дежурю, мне надо будет. Я люблю, когда на кухне много воды. И руки помыть, и картошку, и... Ну и все. да, красота. Ну, правда, ничего не видно, да? Бескрайние просторы. Базлайтер. Это необычно. Идти туда не знаешь куда. Да. Раньше мы хотя бы берега видели, а сейчас, конечно, все немножко по-другому. Но там еще видно. Вот там еще, Да. 25 километров примерно. Ой. Что мы делаем? Что мы делаем? Куда мы едем, да? Зачем? Зачем? Вообще, я на бинокль смотрел сейчас, ничего не видно. Ну ладно, сегодня наш дежурный повар Эркин, он говорит, будет готовить якутское национальное блюдо из чего-то. Просто рис с тушенкой. Рис с тушенкой. На 30-м километре от берега. Море, да? Ага. Нейтральные воды, да? О, нейтральные воды, вот так. Это традиция. Чтобы море нас приняло по глотку,
морской воды надо сделать. Не знаю, кто это придумал, что-то Батыр на меня смотрит с сомнением, говорит. Это ты придумал? А? Давай, смачно, давай. Допивай. Тебе осталось полстакана. Может там Астраханской область закусить? Нормально. Сода. Есть привкус соды соленой. Рис с тушенкой. Все. Фух, как все-таки заметно. Оказывается, смена волны. Ну вот, всю дорогу шли, нас качало на лени. Ну и себя чувствовали нормально, все было хорошо. И думали, что ни у кого нет морской болезни, ничего. А сейчас я готовил, мне так резко поплохело. Волна, видите, стала более такая длинная, пологая. Так вот нас плавненько укачивает. И для моря это еще не волна, это штиль. Практически. Я вышел такой, что-то Серафим рядом сидит, говорю, что-то ух. Он молчал, потом говорит, у меня тоже такая же тема, говорит, там что-то провода делал, там электрику. Тоже так. В таком состоянии готовить вообще тяжко. Там запах еще кухни вот эти. Лук там жаришь. Я даже есть не хочу. Надо подышать немножко свежим воздухом. Идем, прошли 20 километров, ой нет, вру, 30 уже километров прошли, нам где-то 90 еще идти. Ветер усиливается потихоньку. Очень надеемся, что усилится не настолько, чтобы у нас, в общем, нормально, чтобы все было. 58-я минута, 39-я секунда, 130 градус, чуть-чуть правее на 1 километр от заданного координата. Пока погода хорошая, двигаемся по правилам. Когда мы переходим государственную границу, которая в 20 милях от суши, мы должны по координатам погранслужбы свою информацию, куда мы дошли, в каком месте пересекаем государственную границу, мы должны все сообщать. Вот так вот на море. Ориентир берешь по облакам. И вот так. Вот где. Идем на мыс. Вот еще нам 79 километров, 80. Почему-то на море сложнее штурвал крутится. Я вот сейчас сел, другую сменил. Закрутило. Оказывается, под сою так круто идти. Другун мне посоветовал, говорит, скачать соя, там что-нибудь русский рок. Я бы, наверное, реально даже не вспомнил. Сейчас вот еду. Оказывается, есть куча песен, которые я не знаю. Ну, не куча, но есть. И вот, прям вот вдохновляет. Ну, как-то так, какое-то чувство такое. Кстати, тут отпустила морская болезнь. Что-то внутри сидел. Я прям думаю, как-то так. Неужели сейчас меня так всю дорогу будет колбасить? Ну, когда на свежий воздух уходишь, когда ты видишь, что там вокруг происходит, внезапно пространство более-менее нормально. Так что я думаю, мой организм адаптируется, ему же это все непривычно. Вот ребята, спасатели, они на вертолетах, на всяких самолетах летали, там, оказывается, у них, говорят, еще та качка, там вообще жестко. Поэтому они привыкшие именно к таким условиям. Такие вот детали, такие трудности, я вот и хочу постараться передать все эти моменты. Может быть, в кино это и не получится, но у себя на канале я это по-любому сделал несколько серий. И я надеюсь, что вот вы вот сейчас вот смотрите меня и вот представляете, что вы вместе плывете тоже с нами на катамаране по морю, раскачиваясь на морских волнах. Смотрите, какие-то. Но это совсем не то, что Лена, это море. Это вот разница здесь очень сильно ощутима. Ну, особенно физически. Визуально, может быть, не так, особенно на камеру, но... Ой, я от курса жестко отклонился. Заболтали вы меня? Вон нам туда, оказывается, вот то синее вот.
Вот так вот. Слева от нас активно дождь идет, мы смотрим прям так вот по всему горизонту. Не хотелось бы. Все, вперед из песней. Как говорится, а песни у нас хорошие. Вот такая штука на горизонте. Темная. И мы идем. Наш курс лежит именно туда. Вот. Валера сразу подготовился. Я наполовину. Надеюсь, там, по крайней мере, не штормит, а просто поливает. Время 4 утра, меня Валера сменил. Идем. Эту штуку, походу, проскочили. Синюю. И вот уже вот на горизонте, не знаю, насколько будет видно, уже виднеется берег. Но вот я сейчас задумался, что, ну, вот когда шел, стоял за штурвалом, представил, что вот моряки же ходили там по несколько месяцев в море, они не видели ничего, никакой земли, и вот потом земля, вот это вот чувство. Оно сейчас, оно в какой-то маленькой степени примерно такое же, когда вот появляется на горизонте уже очертания суши. 25 километров нам осталось идти, именно до мыса. Температура почти всю ночь 5 градусов. Скорость там 10 примерно была, и погода нам, в принципе, поспособствовала дойти вполне хорошо. Было спокойно вокруг, всякая ненастье, но нас вот чуть-чуть дождик поморосил, вот даже капли там, они вот остались, не стекли. Такой был моросящий маленький дождик. И все. Так что тю-тю-тю, первый участок мы пока проходим вполне хорошо. Вот. Пойду посплю. 4 часа мне примерно поспать, потом встаю, я дежурю, завтрак надо будет готовить. Второй день идем по морю. Вокруг такие же просторы бескрайние, берегов не видно. Мы идем, насколько нам море позволяет, вперед, 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 чтобы как можно больше, чтобы как можно ближе продвинуться к мысу Святой Нос. Вот здесь вот мы вчера должны были прийти, вот уже сюда, дошли уже до сюда. Вот здесь вот Святой Нос. С устья Янова с той стороны, она намывает, да, пески? Да, сюда? С реки выносят все пески, все вот эти. Смывы. Очень удивительно получается вокруг. До горизонта ничего не видно, никакой суши. Сейчас время уже 11:30 ночи. Решили подойти вот к судам, к баржам, узнать у них более точную погоду, может быть. Ну, вообще спросить обстановку. И вот тут нереальная мель. Покажи, Тит. Ну-ка, сколько там сейчас? Все, да? Ага. Нерпичу прошли вы. Нерпичев. Нерпичи, Нерпа. Нерпа, да? Нерпичий мыс. А, Нерпичий мыс, получается, да? Прошли, да? Вот, наконец-то приблизились к земле. Давно у нас суши не было так близко. 3-й день, считай, только на 3-й день. У нас вот. Так, мы. Вот уже Святой Нос. Нам осталось 80 километров примерно. И вот дальше на острова уже мы пойдем наверх. Круто, круто. Очередной вкусный обед у нас сегодня. Вот нас Тикси угостили уткой. Утиный суп. Едим. Идем по морю. Километров через 80 у нас будет Святой Нос, да? Примерно. Да. Так что потихоньку к цели приближаемся. К промежуточному этапу. Это радует. Питаемся мы тут не одни, кормим еще птичек по дороге. Вот.
Что-то они на наши кости не позарились. Подходит народ как на свой огород. Из-под мотора выталкивает наверх мелкую рыбешку, они ее хватают, летят. Где рогатка твоя? На горизонте уже виднеется мыс Святой Нос. Еще осталось 50 километров. Ждем, когда появится чуть левее остров Большой Ляховский. Поступила команда сразу идти на кигелях на Большой Ляховский. Меняем курс. Потому что пока погода более-менее стоит нормальная, надо проскочить. Соответственно, вот сюда идем. Герпа ныряет рядышком с нами. О, опа, вылезла. Ну, далековато. Камера не достанет. Вон, вон, вон. Очень неудачно нас подвел навигатор. Что-то стал глючить. Разбудили Серафима. Пытаемся починить. Пока вот едем. Ну, GPS-ка на телефонах есть, так что не так страшно. Очень неудобно. Погода портится. Дождь пошел. Туман, да? Еще туман хватало. Такая вот сейчас ночка. Идем к Большому Ляховскому. Идти еще 80 километров. Прошли около 20 только. Вот. Отказал навигатор основной. И резко вокруг туман и дождь. Видимость такая нулевая. Ну, мы идем по трекеру, по GPS, который в телефоне. У меня есть тоже, если что, так-то не пропадем с направлением, но все равно стало неудобно. Там вот прям удобно было идти, так смотришь, держишь, курс, все хорошо. Но кто-то сейчас заступает в ночную смену. Вот как раз в это самое неприятное. Я-то вроде как отстрелялся. Все, GPS-ку починили. Там провода, кажется, замкнула, намочила в контактах. Все сделали, идем. И вот пока сейчас все это чинили, тоже интересно, Миргун заметил, что вот он выставил курс, и курс прямо у нас идет. Вот видите, вот в небе такой вот просвет появился. Туман рассеялся, и нам вот прямо туда. Это хороший знак. Природа нас ведет. В 4 утра пост дал. Батыры принял. Большой Ляховский еще не видно. Наконец подходим к острову Большой Ляховский. Дубак. Ночью сегодня резко стало холодать. Сейчас прям руки мерзнут, все мерзнет. Прям не верится, что мы сегодня дошли. Еще несколько дней назад я вообще сомневался, что мы дойдем до Святого Носа. Нерпа, Нерпа, Нерпа. Видели? Встречает нас. Время 8 утра. Там метеостанция. Сейчас мы к ней идем. Мы подходим к метеостанции Кигелях на острове Большой Ляховский.
переход через пролив Дмитрия Лаптева был очень сложный, сильный ветер, туманы, течение, все мешали. Поэтому для нас это долгожданная остановка. Узнаем прогноз погоды и дальше